Архангельск. Ага. Ангел. Ясно, Вот. ясно. А вы Тема просто... актуальная, популярная, вот, политика, история, да. Возникновение конфликта, да. А вы как относитесь, Ахмад Силас? Кадырову? Да. Кадыров отец имеете, вы сейчас показали, да? Ну, да. Ну и как бы и Рамзан Ахматович его продолжатель его дела. Ну, я в стране живу своей, так я как бы, ну, я не знаю особо Ну вы за Украину тонкостей. или против? Я за своего президента. Владимира Я просто Владимировича. Я тоже за Владимира Владимировича. не, ну, как-то. А при чем тут Кадыров тогда? Почему Ну, Кадыров? ничего ж себе. Мы на первом месте по потерям, мы сражаемся по приказу президента нашего. А, Причем здесь? в Как этом, это причем? в этом плане. Конечно, а как еще? Вы делите, да, россиян на чеченцев, на русских, там, на кавказцев? Я думал, вы знаете как, вы идеологически не согласны, и типа, вы знаете, Ичкерия, там вот, чеченцы, которые уехали из Чечни, Ага. вот. Вот я думал, честно сказать, что вы ближе к ним, к ичкерийцам, вот, к этим, Я ну, в чеченцам. Грозном живу, как я могу быть ближе? Это те беглые, Ну, это... мне показалось, раз вы, я не понял сначала вас, что вы из-за необдуманных действий, что много чеченцев посылают и потерь много. Я не за это думал. Я думал, идеологически вы не согласны. С кем не Вот. согласен? Ну, с Кадыровыми. Ну, Со старшими и с младшим как не Кадыровым. согласен? Наоборот, я же вам говорю, я Рамзан Ахматович, Владимир Владимирович. Это наши путеводные звезды, за которым мы идем. Мы первый Дагестан был, сейчас Чеченск. Показали отца Кадырова кверх ногами. Я А, подумал, что нет, нет, нет. вот. Я вверх ногами показал? Извиняюсь. Кверх ногами показали, мне показалось, что вы негативно относитесь Нет, к ним. нет, вы что? Нет, конечно. Целиком и полностью Я поддерживаю уважаю, курс я Владимира уважаю, Владимировича. это будущая элита наша, военная элита это будущее. И Кадыров, и Пригожин, они должны быть, не сидеть в парламенте, заседать после войны. Представляете? Обязательно. Я вообще за то, чтобы Рамзан Ахматович президентом стал. Нам Сталин нужен, на самом деле. Такая твердая рука Нет, нужна. я не против. Дело в том, что у нас элиты не будут согласны с этим. Ну, кто не согласен, тот потерпит. Ну, а нужно ж... Владимир Владимирович, я при всем, при всей поддержке его курса, при всем уважении, я считаю, что Владимир Владимирович недостаточно жестко ведет Я свою тоже так политику. считаю. Вот и я о том же. А Рамзан в этом плане был бы намного, как бы, без тормозов, скажем так. Владимир Владимирович, он у нас интеллигентный, питерский. А нам Да, да, такого да. дикаря чеченского подавай, чтобы раз и навел порядок, как когда-то Сталин. Вот о чем я. Хотя У у них меня двоих... альянс очень хороший, мне нравится Пригожин и Кадыров. Они друг друга поддерживают. Хотя бы в телеграм-канале переписываются. У них есть общая поддержка. Вот, это Ну, здорово. это воины, это наши солдаты, передовой отряд, русско-чеченский отряд. Вот. Вы знаете, что вот в нашем, вот у нас в Гудеремесе есть спецназ, университет спецназа, русский университет Российский университет спецназа называется правильно. Вот там у нас Я знаю. со всей России приезжают, мы их экипируем, обучаем и отправляем вместе. Они вместе в окопах, чеченцы, русские со всей России вместе сражаются, гибнут, получают Я, увечья. я знаю, и молятся почти вместе. Вот. Конечно. А вы знаете, что вот к концу света, например, по исламской теологической вот, теме говорится о том, что к концу света христиане и мусульмане объединятся. Мы, например, Иисуса Христа признаем, это наш пророк, Иса пророк, вы, наверное, об этом Я знаю, знаете, знаю. как и Моисея, Мусу пророка. Да, да. Поэтому сейчас вот, ну, по-настоящему вот силы света против силы тьмы, которая вот со Да, стороны Запада к нам идет. Мы, конечно, друг другом, у меня есть, например, обиды, претензии кое-какие по последним, вот по первой, скажем так, войне,
По второй это понятно, с международным терроризмом боролись. А по первой можно было не воевать и договариваться. Но мы всегда были на стороне России. Вся наша семья, всегда мы поддерживали Россию и подвергались репрессиям. Вот сейчас живем свободно, вот у нас в Грозном отличный город отстроили, у нас туристы приезжают со всей России. Отличный город. Да, все отлично. Я видел его не был в Грозном, видел на картинках, один из красивейших городов, наверное. Давайте познакомимся, как культурные люди. Олег, очень приятно. Меня Аслан зовут. Город Грозный. Аслан. Хорошо. Приятно. Вот. Ну, вот такая уважение в большом мусульманском мире, уважение у Рамзана. Да, очень уважают, очень. Но они хранители реликвий. Конечно. Рамзан Ахматович назначен хранителем Корана и реликвий пророка. Да, да. Это очень почетная обязанность, очень почетная во всем мусульманском мире, поэтому... Он очень верующий человек, очень набожный человек. Очень, такой нам и нужен лидер, настоящий лидер. И я думаю, и России нужен такой лидер. Ну, посмотрим. Русские чуть-чуть побаиваются, мне кажется. Я общаюсь, предлагаю, агитирую. Ну, конечно же, после Владимира Владимировича, только Владимир Владимирович. Сейчас пока, конечно, даже речи не может быть. После Владимира вообще преемника кого еще видите, помимо Рамзана? Ну, вот как вы сказали, можно этого Пригожина. Да. Сильный человек нужен, мощный человек нужен. Там элита, вся масса идет, вся элита наша российская. Сейчас кто в верхней палате, в нижней палате, они там с ума сойдут, если придут военные. А как по-другому? Они все тут, честно, хапуги, коррупционеры и работают на Америку. Ну, это же мы все знаем. И у нас война вот эта вторая была, она же, чисто развязана была американцами. Там же воевали арабы. Чеченцы же не воевали во вторую войну практически. Воевали арабы, чернокожие, там африканцы были. Ну, полно всех. Американцы были, поляки были, литовцы были. А чеченцы уже против воевали на своей территории. Ну, были, конечно, но очень мало. Изучал криминальную Россию в 90-е годы и стал чеченцев уважать, знаешь за что? Они не приняли эти законы воровские, да. То есть тейп важнее всего, родственные связи важнее всего, чем всякие там воровские законы, да? Тут, уважение старших там, свои национальные. Да. Вот, за это я стал уважать. Но так как они привели этих арабов, там негров, это вообще не уважение к своей земле, к своим предкам, конечно, к своим вообще. Конечно. Вообще там нету ничего такого, за что можно их уважать. Только Россия нам может помочь, защитить. Меня удивляет, что армяне этого не понимают. Все время в оппозиции, все время что-то выделываются. Армяне всегда за нас были, они всегда за Россию. Да, но сейчас такие заявления, что казахи, что армяне делают. Да, они хитрые просто. Сейчас ситуация слабая у нас в России, как бы кажется им. И вот начали бегут с корабля, бегут с тонущего корабля крысы. Вот и все. Алиев, президент Азербайджана, сейчас вчера читал, поддержал международный трибунал против России. Алиев? Ну как так? Да, Алиев, президент Азербайджана, поддержал. Можете загуглить. Никогда от него. Он же сын КГБшника. Как это так? Там влияние Британии очень сильное в Азербайджане. Или Турции, наверное. Нет, и Турция, и Британия, там все вместе. Турция тоже под Британией находится. Ну нет, я бы не сказал. Турция у нас неплохие отношения. Там, конечно, и в НАТО, и влияние есть, но все-таки с Путиным у нас хорошие отношения. Турции. Путин, Владимир Владимирович покупает пока Эрдогана. Все не бесплатно это все для Турции. Политика есть политика. Да. Так просто он ничего не сделает, Эрдоган. Все за деньги. Владимир Владимирович всегда все делает правильно. За 22 года, за 23 года у него ошибок я не видел. Он никогда не ошибается. Нет ошибок, все просчитано, все до мелочей. Да, гений, просто гений. Он войдет в историю. 100%. Уже он вошел в историю. Да, поломать
поломать однополярный мир, но никто не брался, и на это силы нету ни у кого, столько, как Владимир Владимирович делает. Потенциал ушел. Его население поддержит в массе своем. Да, арабы поддерживают, китайцы, индусы, почти весь мир поддерживает его. Да. Вот. Ну, отлично. А как думаете, вот сейчас вот эти события, то, что в Украине, к чему это приведет? Просто такая война интенсивная идет. Просто... Сегодня Байден прилетел в Польшу, и пошли инициативы о переговорах. 10, как сказать, вариантов переговоров. 10 для России. Я считаю, что России надо идти до конца, на своем стоять. 100%. А кто переговоры? С нами хотят переговоры? С Путиным? Да, Байден. Будут умолять еще, на коленях они будут просить у нас. Украина не в счет, Украину никто слушать не будет. Байден предлагает через поляков 10 вариантов переговоров. Пока это на черновике все, пока это неофициально. Но инициатива идет, потому что им не разорваться на два фронта, им надо с китайцами что-то делать. Вот. Там накалилась ситуация. И здесь у них ресурсов не хватит разорваться. Поэтому наши надо пользоваться моментом, давить до конца их там. У вас как там с призывом? У нас поголовная мобилизация идет. Всех отправил. У вас как там? Не, у нас мобилизации нету. У нас с работы забрали парня на войну. Вот, потом у меня друг, командир... Специальная военная операция, прошу прощения. Да, специальная военная. У меня друг, командир роты Росгвардии, спецназа Росгвардии. Они сейчас в Сирии. А, в Сирии? Да, они 8 месяцев сейчас в Сирию уехали, командировку, в мае вернутся. Вот. А такое, что поголовно, нету такой, нету. У нас поголовно, наверное, кавказские народы, у нас молодежи много, видимо, поэтому нас забирают. Ну и хорошо, мы, как вы говорите, станем военной элитой России, надо какую-то свою позицию занять в России. Повоюем, пока мы. А кавказские народы всегда были элиты при Романовых, при царях. Да, при царе, да, совершенно верно. Они всегда были элитой России, самые посты, телохранители царя были, черкесы. Да. Там много их было, вот. Поэтому это хорошо даже, ничего плохого нет. Казаки были при царе, служили царю всегда. Поэтому ничего плохого нет. Я не знаю, у нас, может быть, где-то я уже по возрасту не подхожу. Может быть, она есть. Вот. Я не знаю. Вот. У кого дети в возрасте, потерь те знают. много у вас в вашем регионе? Я хожу на кладбище, вот аллея Славы, где у нас военные захоронены. Да, прибавляется могил, свежих много уже. Ну, вот, разные. Летчики разные ребята, разного возраста. Герои. Да. Цветов много. Вот. Место освободили, потому что, скорее всего, будет, в перспективе еще, наверное, будет больше могил. Вот. Место порождается. Вот. Герои, конечно, герои. Герои, как настоящие герои, защитники. Мне не нравится в этом случае, Беглов есть такой губернатор Санкт-Петербурга. У ЧВК «Вагнер», у Пригожина, ребята, которые идут на штурм, штурмовые бригады, пишут завещание, где их похоронить. И один питерский парень написал похоронить его в Питере на аллее Славы. Вот где блокадники похоронены, где вот эти ребята похоронены во время войны. Пригожин привез гроб туда с почестями. Беглов ему отказал, губернатор. А у него же договор с этим парнем, который погиб, он не может ему отказать. Вопрос решался через президента. Представляешь, какой уровень? Похоронили все равно. Пригожин молодец. Хоронят как настоящих героев, правда. Да. Правда, мне вот эта идея с зэками очень не понравилась. Можно было без зэков обойтись на самом деле. Потому что стебутся очень сильно над этим. Это опыт-то не первый раз. Он был и во время войны, войска Рокоссовского были из зэков составлены. И Первая мировая война. Это опыт всегда применялся как бы. Человек искупает свое преступление полгода, кровью смывает свое преступление. Может быть, исправится. Не знаю.
Двояко, конечно. Хотелось бы, чтобы наши добровольно сами шли, а не зэков собирали. Просто нас в этом упрекают, что вот, типа воевать некому там и так далее. Вот что не Они, нравится. украинцы интересные ребята, они говорят, весь мир с нами. Я говорю, ну ладно, пускай весь мир с вами. А Мгм. потом вы нам говорите, почему мы победить не можем быстро. Так весь мир с вами. А мы одни. Вот мы с вами бодаемся, пока перемалываем ваш мир. Перемолим. Вот не надо в этом сомневаться. Всех перемолим. 100%, однозначно. Россия никогда не проигрывала и сейчас не проиграет. Владимир Владимирович очень себя достойно ведет. Говорит, в долгую мы выиграем. Без паники, без... Экономика у нас сильная. Он успокаивает население, иногда выступает, Мгм. чтобы не Ну, успокоились. я Говорит, смотрю. экономика, да, выдерживает. Армия воюет, все хорошо, не беспокойтесь. Все. Никакой паники, чтобы не было. Молодец. Он Мгм. настоящий лидер нации. Таких Сто нет. процентов, 100%. Везде менеджеры сидят. Мгм. Этот лидер нации. Да, да, да. Ну, Макрон, Шольц, ну какой он лидер нации? Там его немцы ненавидят. Сто Шольца ненавидят. процентов. Да, да, да. Да. 100%. Вот. Лидер нации. Настоящий. А знаете, вот помните в 99-м, когда он к власти приходил, Владимир Владимирович? А помните, взрывы домов были в Буйнакске, в Москве, в Волгодонске? Помню, помню, Да, помню. обвинили в этом, ну, поняли, что это чеченские террористы и уничтожили 42 тысяч детей и 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия. Помните, Олег? И я не помню конкретно по количеству людей, сколько уничтожено. 42 тысячи детей. Это 225 бесланских школ у нас уничтожили. Террористы из ФСБ уничтожили. Ну, и чего? Хотите Ничего. мне сказать? Ничего, просто, ну, для этого же 307 русских он взорвал, правильно? В Буйнакске, в Москве, 2 дома в Москве, 1 в Волгодонске. А в Рязани поймали при попытке закладки. Помнишь, Олег? А, последнего террориста-то? Нет, Или когда кого? Патрушев, когда в Рязани поймали террористов, а Патрушев сказал, что это были учения, что там была не взрывчатка, а сахар. Рязанский сахар, наверное, помнишь это? Ты же Ага, я помню, не помню, молодой, ты же, помню. наверное, все помнишь, правильно? Я помню, что мне недавно тут парень один чесал то же самое, что ты сейчас мне говоришь. В смысле Вот. чесал. Ну а что, а ты мне Ну, по фактам я тебе говорю. Ты за русских, нет, правильно? я Ты просто определись, знаешь, что... ты за русских или за Путина? Просто за ФСБ или за Путина? Нет, я просто, знаешь, что меня наводит на мысль, что методичка одна и та же. Одни и те же... Это факты, э, дорогой мой, это факты. Это факты, от которых ну, никуда не не может деться быть ни банде ФСБ, ни всем третий остальным. третий подряд человек и говорит одни и те же слова, одни и те же факты. Вот до Да? тебя Финку, с Финляндии парень без акцента говорит на русском языке, с Хельсинки. Вот. А до этого был парень, типа он с Владикавказа. Ну, не в Владикавказе сидит точно. То же самое говорит. Не, ну давай тогда просто вернем. Причем здесь методички? Ты же взрослый человек, ты же помнишь 99-й год. Помнишь, как в Рязани задержали, ФСБ задержала двух женщин и одну мужчину и возбудило дело по статье терроризм. А на второй день выступил Патрушев и сказал, что это были учения, взрывчатки не было, был сахар. Как такое может быть? Надо поднимать это, обратно всю информацию загуглить, потому что 25 лет прошло, много чего Ничего, Гугл, я прошло. этим занимаюсь, я правозащитник, это моя профессиональная деятельность. Я Я это знаю просто наизусть. Занимались этим, между прочим, не американцы. Этим занимался такой бывший ФСБшник Литвиненко, бывший ФСБшник, как его, дай бог памяти, еще один есть, но он не уехал, он в России остался, его посадили еще, потом выпустили, забыл его фамилию. Причем он такой русский националист, этот ФСБшник, и убили, помнишь, Головихина, Щекочихина за расследование. Это все депутаты Государственной Думы, не американцы вообще. ну, надо разбираться В смысле еще по разбирал? Уже Литве. разобрались давно. Дело засекречено на 75 лет, Олег. 75 лет дело засекречено. Единственный террористический акт Басаева, который ФСБ засекретило на 75 лет. Такое возможно? Ну, не знаю я. Вопрос какой там, почему засекретила? И вообще Ну надо вот тоже, разбираться. мне тоже интересно, почему другие диверсионные акты Басаева не засекретили, а вот этот акт, на который возложили на Басаева, его засекретили, не знаешь?
Не, но Жители дома в Рязани по улице Новоселова 16/14, они тоже не знают, почему засекретили вот попытку взрыва их дома в Рязани. А ты, может, знаешь? понятно. Я не знаю, Ты за и русских, скажи мне, Олег, или за ФСБ? Мне просто знать, за русских ты или за ФСБ? ладно, у нас разговор не получится, Как не наверное. получится? Ну как же, хоть хорошо все получается. Почему? Куда ты убежал? Такой хороший разговор получался. Олег, ну почему так? Ну так же нельзя, елки-палки. Так все хорошо складывалось. Там Вова, Ромик, там Патрушев, все. И раз и убежал. Друзья, ну вот такая вот ситуация. Поехали дальше. Слава Украине, все будет Ичкерия. И, Господи, благослови Америку. Если не она бы, они бы нас живого ни одного не оставили бы. Всего хорошего, друзья. Пойдем искать дальше вату.